Первый в истории шариата суд по правам человека состоялся именно так. Во времена правления халифа Умара, радийаллаху анху, из-за увеличения количества джамаата возникла необходимость в расширении территории мечети пророка. А для этого требовалось купить прилегающие к мечети участки земли вместе со стоявшими на них домами. Когда это предложение было сделано собственникам земельных участков, все они с огромной радостью согласились, кроме одного человека. Кто же был этот человек? Этим человеком оказался Аббас, радийаллаху анху. Аббас, являвшийся дядей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не собирался отдавать свой участок, даже под мечеть. Тогда предложение о покупке сделал уже непосредственно сам халиф, сказав: «О Аббас, мы считаем недопустимым присоединять к мечети посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, землю, отнятую силой. Если предложенной суммы тебе кажется мало, я дам тебе больше. Главное, чтобы это благое дело было завершено, и мечеть посланника Аллаха достигла размеров, которые бы удовлетворяли потребности мусульман». Удивительно, но Аббас, радийаллаху анху, дал совершенно неожиданный ответ: «Если это имущество мое, то я отказываюсь отдавать его хоть за большие деньги, хоть под расширение мечети, если только вы не отберете его силой». Конечно же, халиф старался не для своей выгоды, а для пользы всех мусульман, и Аббасу следовало бы продать свой участок земли для общей пользы. Поэтому Умар, радийаллаху анху, оказался вынужден обратиться в суд. Судьей в то время был Убай ибн Кааб, радийаллаху анху, славившийся знанием права. Халиф сказал в суде: «Я, как представитель государства, предложил Аббасу цену, которая превосходит стоимость его земли. Ему следует перестать противиться и продать свой участок земли». В ответ на это Аббас сказал: «Этот участок земли мой, я его собственник, и я не хочу его продавать ни за большие деньги, ни для расширения мечети, и суд должен защитить мои права перед государством». Поразмыслив, Убай ибн Кааб вынес следующее решение: никто не может забрать силой принадлежащее другому имущество, никто не может силой забрать землю у собственника, даже если это делается для присоединения к мечети. Имущество Аббаса остается у Аббаса, и никто, даже халиф, не может принудить собственника к продаже имущества. Конечно же, халиф покорился решению суда и ничего не возразил. Когда уже стороны направились к выходу, Аббас повернулся к судье и спросил: «О Убей, суд закончился и решение вступило в силу?» «Да, никто не может силой забрать твоего имущества даже для присоединения к мечети, и решение вступило в силу». После этих слов Аббас, радийаллаху анху, сказал: «Раз так, то теперь послушайте, пожалуйста, меня. В присутствии суда я заявляю, что с этого момента я безвозмездно передаю принадлежащую мне землю для присоединения ее к мечети посланника Аллаха. С этого момента моя земля находится в распоряжении халифа». Кади Убай ибн Кааб, удивившись, спросил: «О Аббас, еще 5 минут назад ты не хотел продавать свою землю за большие деньги, а после вынесенного решения решил подарить ее. Что случилось?» Аббас, радийаллаху анху, ответил: «Я сделал это для того, чтобы мир увидел, какое значение правам человека придает ислам».